Вопросы агрострахования обсудили в правительстве республики с участием представителей Национального союза агростраховщиков и самих аграриев. Открытый юношеский турнир по боксу прошел на базе 5-й школы Кажева. Братство на века. Мероприятие к годовщине единения Ингушетии с Россией прошло в лицее Магаса. Здравствуйте, это новости 24. Обширное и детальное обсуждение вопроса агрострахования состоялось в правительстве республики с участием представителей Национального союза агростраховщиков и самих аграриев. Мероприятие прошло в формате диалога, в ходе которого фермеры смогли задать интересующие их вопросы. Структура агропромышленного комплекса республики насчитывает около 2000 крестьянских фермерских хозяйств, 68 сельхозпредприятий и 10 инвестпроектов. 2019 год был для сельхозтоваропроизводителей тяжелым в связи со сложными природно-климатическими условиями в летний период. В связи с этим для защиты сельхозкультур необходимо развитие в республике агрострахования. Кроме того, наблюдается нехватка мощностей по обработке и хранению произведенной продукции. В связи с этим в правительство РФ направлено обращение главы Ингушетии об оказании финансовой помощи в строительстве в 3 районах республики зерносушилок и зернохранилищ мощностью не менее 30 тысяч тонн единовременного хранения. Предполагается, что внедрение инструментов страхования послужит толчком для развития и помощи сельского хозяйства в Ингушетии. В ближайшее время в Минсельхозреспублики будет направлен проект дорожной карты и соглашение. Правительство субъекта инициативу одобрило, были достигнуты соответствующие договоренности. Второй день финала национального чемпионата по компетенции электромонтаж проходил в топливно-энергетическом колледже. Участник один. Он ранее на региональном чемпионате обыграл 10 соперников. Как выполнял задание, наблюдала наша съемочная группа. Команда жюри оценивала дистанционно, как и всех остальных финалистов страны. Самые лучшие попадут в сборную России, которая отправится на международные соревнования WorldSkills в Шанхае. Репортаж Дианы Дударовой. Магомед Байсагуров к своему финальному заданию приступил ровно в 8 утра. Участник ни на что не отвлекается, все внимание сосредоточено на работе. Это второе задание в компетенции электромонтаж, за которое берется мастер. Сегодня необходимо освоить разработанный Академией WorldSkills специальный стенд для категории 50+. А именно собрать щит, заполнить необходимым оборудованием и запустить. На выполнение дается 8 часов, а первый перерыв 11. И вот спустя только 3 часа Магомед Байсагуров позволяет себе расслабиться и дать интервью. Он должен мне включать двигатель реверс по правильному направлению. И все это должно отражаться в световых сигналах. Задание достаточно сложное. Выбирает в себя много таких элементов, которые трудно поддаются работе, но все решаемо. Единственная там сейчас проблема у нас будет, с монтажом проблем, я считаю, не будет, а вот проблема с программированием, там у нас, думаю, будет затруднение. Но справимся, да, наверное. Финал национального чемпионата «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 лет и старше начался 25 сентября. Это новое направление WorldSkills. Участие в этом году принимают 64 субъектов. Ингушетия, кстати, впервые. Из-за пандемии на этот раз он проходит в дистанционно-очном формате. Финал чемпионата предусматривает выполнение заданий конкурсантами на площадках в своих регионах. Соревнования по компетенции электромонтаж в Ингушетии проходят в топливно-энергетическом колледже. У нас заявлена одна компетенция по электромонтажу. Вчера у нас начался день 7-1. Это было ознакомление с техникой безопасности, охрана труда и так далее. На сегодняшний день мы приступили к выполнению задания. С 8 часов утра мы уже работаем. Вот близится в скором времени обед. После обеда приступим, будем продолжать работу. Магомед Байсагуров и раньше принимал участие в соревнованиях WorldSkills, только в других компетенциях. А в феврале на региональном этапе решил себя попробовать уже в направлении электромонтажа. Тогда мастер обыграл 10 соперников, благодаря чему сегодня является финалистом национального чемпионата. Рассказывает, конкуренты были сильные, но в своей победе не сомневался и шел к ней уверенно. Конкуренты были с Сунжского
Сунжинского района, Назрановского района, Малгобекского района, работники РЭС. Непосредственно, каждый день, который занимается этой работой. И мне было интересно соревноваться с ними, показать, насколько они подготовлены и что я могу сделать. И получилось так, что они не сработались со мной и ушли. То есть вы одержали? Я одержал победу. Само задание не настолько сложное, сколько правила его выполнения, признается участник. Особенно волноваться заставляют повсеместно установленные камеры. Но это одно из главных условий чемпионата. В режиме онлайн за соревнованиями наблюдают судьи. А чтобы процесс работы на площадке проходил без эксцессов, следят эксперты. Нарушения следующие – это неиспользование перчаток, неиспользование очков защиты. Нельзя оставлять инструмент, соответственно, на полу. То есть инструмент должен находиться постоянно на своем месте. Вот за подобные нарушения могут, в принципе, дисквалифицировать. В течение 2 недель около 3000 студентов со всей России боролись в финале всероссийского этапа национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В их числе и 16 участников из Ингушетии. У всех цель одна – попасть на международные соревнования. В этом году в нашем регионе заявлено 4 компетенции, 3 из которых представлены на базе пожарно-спасательного колледжа и 1 в ТЭК. Победители всех компетенций войдут в национальную сборную страны. Свои навыки и умения им предстоит доказать уже на международном этапе, который пройдет в Шанхае в следующем году. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Республиканский конкурс чтецов Корана прошел в Доме культуры Назрани. Организаторами выступили благотворительный фонд «Вошел» при содействии Миннации и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Соревнуются в знаниях священной книги только начинающие хафизы. Подробности у нашего корреспондента. Абсолютная тишина в актовом зале – яркий признак дисциплинированности молодых людей и исполнения одного из требований ислама – соблюдение тишины при чтении Корана. На конкурс чтецов последнего писания сюда, в Дом культуры, собралось порядка 70 учеников различных школ и медресе республики, один из которых и Насрудин Кадзоев. За считанные минуты до начала мероприятия он повторяет строки из священного текста. سبح اسم وسير ونيه ربك رواتوس نبرشينيه شذا ديش هو أنا كسقاية تجويد مخرج أنت 30 جزء من 29 من والوص. Начинается конкурс со слов приветствия именитых чтецов Корана и разъяснением правил поведения всех этапов чтения, а именно знание наизусть, таджвид, махрадж, красивое чтение Корана и другие. Следует отметить, что к участию в конкурсе не допускаются хафисы, прошедшие полное обучение. Раз за разом на трибуны поднимаются молодые дарования, от произношения и чтения которых захватывает дух. За красивое и правильное чтение благородного Корана участники по разным номинациям оцениваются до 10 баллов. Помимо всего, им придется еще провести так называемый разбор и ответить на несколько вопросов от членов жюри. Задание не из легких, но несмотря на свой совсем еще юный возраст, они справляются неплохо. Какую суру называют матерью Корана? Сурат аль-Фатих. А сколько лет не спасался Коран? 23 года. Абдулла Абдулаев начал изучать Коран в 16 лет в родном Дагестане. И несмотря на то, что в те времена у них в селе не было ни мечети, ни медресе, он стал, пожалуй, одним из известных в России чтецов и преподавателей. Сегодня он в качестве члена жюри. Коран не приемлет дискриминации по расовой и национальной принадлежности, против насилия и жестокости в любых ее проявлениях. Священные тексты призывают к добру, милосердию и состраданию, как и братьям по вере, так и иноверцам. И поэтому, как рассказывает Абдулла, важно с самых маленьких лет привить ребенку любовь к изучению Корана, ведь это и послужит ему ориентиром в мирной и счастливой жизни. Алхамдулилля, я могу сказать только одно, то что вот я здесь постоянно прихожу на конкурс, меня приглашают как жюри. И с тех пор, с первого раза, как меня пригласили, до сегодняшнего дня, это большой прорыв, большой уровень. Вот это видно у детей. Если мы вернемся к истокам, мы знаем, в любой книге, любой человек, начинание, она начинается с Корана. И еще никто, ни в каком регионе, ни в мире
не доказал нам, ни одну ошибку не показал в Коране. И призывает Коран к тому, чтобы между братские отношения, что сейчас в данное время нам необходимо. Везде мы видим столкновения разных людей с разными причинами. В данное время нам необходимы братские отношения. И Коран является единственным вещью, в которой нет разногласий ни у одной течения. Для конкурсантов, занявших призовые места, и членов жюри приготовлены ценные подарки – телевизоры, ноутбуки и планшеты. Ну а пока ребятам нужно пройти еще немало этапов по завершению мероприятия. Собравшиеся прочитают мавлид. Харон Аздоев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24. В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков. Специалист после осмотра прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в специальный реестр. Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации оформления проверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Бумажные свидетельства будут носить только информационный характер. Убедиться, что запись об осмотре внесена в реестр, можно, указав в строке поиска заводской или инвентарный номер средства измерения. Там же можно узнать дату следующей поверки. Полным ходом идет сбор картофеля в крестьянско-фермерском хозяйстве Хашагульгов. Планируют до октября охватить 150 гектаров. Это КФХ считается одним из лучших на протяжении 10 лет. Урожаем довольны и в этом году. Тамара Хашагульгова подтвердит. Убирать картофель в фермерском хозяйстве Хашагульгов начали еще в конце лета. Сбор раннего урожая закончился недавно. Но работы тут, что называется, непочатый край. На полях трудится бригада из 20 человек. Аграрии торопятся, ведь погода осенью непредсказуема. Где-то 2 месяца назад мы начали копать. Рабочие вот, с Асиновска у нас, с местной тоже. Там, где ток мы перебираем, отсюда собираем, туда отвозим, там на месте переборку делаем, на семена и на продовольствие. Картофель на этих полях качественный. Рамона, Барна, Жувель, Рокко. Около 200 гектаров. Именно столько в этом году отдали под картошку. Куда меньше, чем в прошлые годы. Хоть одно радует, говорят земледельцы. Урожай в этом году хороший. С 1 гектара до 20 центнеров овоща. 30 тысяч, 35 тысяч, под 40 кудут. Болгой جواكيز بطخ وشر بغدا سيار نقش كار بعض خلص تاخ كويس يرد سعر وعشا بيت штил бухой болгой. Вот уже около 10 лет фермерское хозяйство считается одним из лучших в республике по выращиванию картофеля. Кстати, у этого овоща в Ингушетии конкуренции пока нет. И не зря. Его легко хранить, а вкусовые качества и пользу для здоровья невозможно переоценить. Квартал вообще хранятся. Есть квартал засуха. Ну, كذي يقولي روح صح جيكتارو ستوي أقرأ وجيخي سادسك وعتلا أقرأ كذي خنير تصواك وشر يحق يدخل كوارتل نو دقة خني على حمدات نو يحق كوارتل وشر صدقني. С поля второй хлеб прямиком отправляется на овощехранилище, где урожай расфасовывается по мешкам. За эту работу отвечают женщины. Их здесь около 10 человек, в числе которых и опытная труженица Рукият Медарова. С конца лета и до середины осени. Она из года в год традиционно на картошке. Признается, работа нелегкая, хотя особых навыков и не требуется. Главное – внимательность, чтобы ни одной гнилой клубень не попал в мешок с отборными плодами. С 8 до 5 мы работаем здесь. А дача у нас хорошая, картошку мы перебираем, день по 100 мешков набираем. Семена отдельно, на продажу отдельно, продовольственные отдельно. Толгары же, тележка, а продовольственные. Это есть, которые на второй сорт мы ее сагандатила. Завершится уборка посленовых в октябре. После этого в планах аграриев посадить на этой земле уже озимую пшеницу. Но это пока только планы. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Открытый юношеский турнир по боксу прошел на базе 5-й школы селения Кажево. Здесь собрались более полусотни боксеров из Назрановского района. У спортсменов есть небольшой опыт, и они готовы продемонстрировать свои навыки на ринге. Харун Аздоев подробно. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из Назрани, Плиева и, конечно, и кажевские боксеры. Новичков здесь практически нет, у каждого за плечами как минимум год занятий боксом. Первый бой состоится между талантливым юниором
Керимом Арчаковым и хозяином ринга Хамзатом Костоевым. Керим увлекся боксом относительно недавно, но сам спортивный путь начал еще с 1 класса. Бокс я хожу год. Я начал ходить с кикбокса. Мне понравилось работать на руках. Мне лучше удавалось работать на руках. Я готовился к этому соревнованию. Я пришел побеждать и сделаю все, что смогу. Несмотря на юный возраст, молодые спортсмены боксировали с максимальной отдачей. Для местного бойца Хамзата Костоева победа на родном ринге важнее самого участия. Юный боксер тренируется под руководством Магомеда Заурова в спортивном комплексе Оздо. Различные комбинации ударов и приемы защиты, наработанные в зале, сделали свое дело. И единогласным решением судей победа присуждена икажевскому боксеру. Это мое село, это мой ринг. Я должен был выиграть. Я выиграл. Иншаллах, я завтра выиграю в финале. И следующий чемпион будет кто-то из нас. Независимо от исхода состязания, для каждого конкретного участника все спортсмены получат незаменимый опыт взаимодействия с новыми соперниками и смогут оценить свой собственный уровень. Как поделились организаторы турнира, сила примера велика, и очень важно дать молодому поколению правильные ориентиры, в чем и состоит одна из важнейших задач подобных турниров. Именно бокс сегодня выбрали, потому что это является, так скажем, мужским видом спорта, мужским. И испокон века в Ингушетии, у нас ингуши, силовой виды спорта уважают сегодня ингуши. Вот поэтому на основании этого мы выбрали именно вот этот вид спорта. В течение 2 выходных дней любители этого вида спорта могут наблюдать за поединками на икажевском боксерском ринге. Победители и призеры получат специальные призы и путевки на первенство республики. Харон Аздоев, Магомед Аскиев, Новости 24. Во всех школах Ингушетии проводятся открытые классные часы, флешмобы, тематические выставки, отражающие исторический этап единения Ингушетии и России. Не обошли эту тему и в лицее Магаса. В мероприятии «Братство на века» принимают участие ученики 4 и 9 классов. Репортаж Хавы Газиковой. С торжественного танца начинается мероприятие, приуроченное к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Волнуются и преподаватели, и, конечно, сами дети. Дания Евлоева сегодня выступать на сцене не будет, однако пришла поддержать своих школьных подруг, которые стоят за кулисами. После уроков проводились репетиции, и мероприятие меня очень даже впечатлило, мне очень понравилось. В особенности мне понравилось, как девочки рассказывали стихи. Это было очень выразительно и красиво. Такие открытые уроки – это не просто выполнение учебного плана, а все же нечто большее. Это история ингушского народа. Понимают это, кажется, и школьники, поэтому каждое их слово наполнено патриотизмом и осознанностью. И воздух здесь живительный, чудесный, ценю горцев здешних доброту. Их мягкий нрав, пленительный, душевный. Люблю ущелье здешнюю крутизну. Не только читали, танцевали, но и пели. Ученики 4 классов выступили на сцене с песней о любви к своей родине. Мероприятия, приуроченные к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией, по словам организаторов, вносят огромный вклад в пропаганду нравственных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также становятся стимулом для более глубокого изучения истории ингушского народа. Нам бы хотелось, чтобы наши дети точно так же и в дальнейшем, живя в составе России, понимали, что мир и согласие – это самое главное в жизни людей, что без этого мы никак не сможем прожить. 17 марта 1770 год. День подписания договора о единении Ингушетии с Россией. Дата важная и значимая. В этом году она еще и круглая. На протяжении 2,5 веков наши соотечественники доказывали храбростью и удалью, что они ни словом, ни делом не нарушили договор. А славу российскому государству приносят и наши современники. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.